Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день, и наступила долгожданная пятница. Конечно, в хорошей компании. С вами Вероника Тамтосова. Что у нас сегодня? У нас сегодня масса всего интересного. Позитивные новости, полезная информация и самые лучшие гости. Ведь сегодня к нам придут коллеги из НВК «Саха». Сегодня исполняется ровно 20 лет проекту «Сянакюн». Новый день. Представляете, уже 20 лет для нашего телеканала это тоже знаменательная дата, ведь «Утро Якутии», ну, можно сказать, это продолжение жизни нового дня. Поэтому обсудим с нашими гостями, как была основана передача, какие были знаменательные события в ее истории и все самое лучшее. Ну и, конечно, повидаем тех, кого каждый из нас рад видеть на телеэкране. Всю неделю мы с вами делали зарядку, чтобы утро было бодрым, мы насыщались полезной энергетикой, заряжались энергетикой утра. И давайте продолжим эту традицию прямо сейчас. Разминка. Доброе утро всем, и давайте начнем этот день максимально позитивно. Первое упражнение у нас будет ходьба в планке. Опускаемся, проходим до параллели пола и идем обратно. Поднимаемся, делаем выдох. Опустились, прошлись и выдох. Согреваемся. Выдох. И поднимаемся. Далее у нас будет более активное упражнение. Мы ладошки поднимаем кверху и коленки тянем к груди. Выдох, выдох, выдох. В прыжке. Для тех, кому тяжело, можно делать в своем темпе. Поехали. Каждое поднятие колена у нас идет выдох. Далее мы уходим на коврик, и идет упражнение на пресс. Называется книжка. Вытягиваем ножки вперед, корпус слегка наклонили, тянем колени к груди, выдох, выдох. Работают у нас прямые мышцы пресса. Поехали еще. Ага, закончили. Далее упражнение называется велосипед. Оно у нас на косые мышцы пресса. Ручки за голову, ложимся на коврик. Одна нога прямая, вторую согнули в коленке, коснулись локтем колена крест-накрест. Выдох, выдох. Поехали. И еще немного. Ага. Далее ладошки ставим на пол. Они у нас смотрят по направлению к пятке. Упражнение называется краб. Поднимаем таз кверху, смотрим в потолок, опускаем. Тазом мы не касаемся пола. Таз поднимаем, делаем выдох. Опустились. Выдох. Выдох. И закончили. Всем хорошего дня и отличного настроения. До свидания. Но сегодня разминку вы делали без меня, потому что повторить гимнастические элементы нет возможности, к сожалению, не одета по форме. Но, надеюсь, у вас уже начала формироваться полезная привычка. Говорят, что 1 месяца, в общем-то, для приобретения новой привычки достаточно. Поэтому давайте не терять сноровку и, несмотря на то, что скоро выходные, не отдыхать, а делать небольшую разминку самостоятельно, потому что примеры для нее мы вам в течение рабочей недели показали. Ну а прямо сейчас последние новости. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В российских банках сообщили о резком скачке спроса на вклады в январе. Россияне положили на вклады в десятки раз больше средств, чем в январе 23-го, хотя обычно в начале года деньги наоборот снимают. Об этом сообщили в крупнейших банках. Активность населения на российском рынке сбережений в начале года впервые за последние 5 лет оказалась высокой, рассказали в ВТБ. По итогам первого месяца объем рублевых сбережений граждан там вырос на 62 миллиарда рублей.
В самое ближайшее время Госдума планирует принять законопроект об использовании для международных расчетов обеспеченных цифровых финансовых активов, привязанных к зерну, золоту и так далее. Цифровые финансовые активы – это новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий, блокчейна и смарт-контрактов, цифровой договор. Законодательство по ЦФА было принято в 2020 году, а выпуск начался в 2022. К ЦФА относят цифровые права, в которые могут включаться различные активы – от долгов до драгметаллов. Айса Николаев высоко оценил деятельность компании ЕТЭК. Глава Якутии подробно ознакомился с деятельностью компании, ее дочерними обществами, рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи руководитель отчитался о проделанной работе за последние 3 года. ЕТЭК совместно с правительством реализует масштабную программу по социально-экономическому развитию республики. В дальнейшем топливная компания планирует ввести крупные объекты. По итогам совещания Айса Николаев высоко оценил работу компании, а в конце встречи дал поручение реализовать в срок поставленные задачи. Мы обсудили наши проекты развития, не только глобальные, которые, эта повестка давно уже всем известна, но и локальные проекты по модернизации нашей площадки производственной. В первую очередь обеспечение экологической и технической безопасности. В общем, я бы оценил встречу как очень положительную для нас. 3-й год на территории Нюрбинского района работает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее несвоевременный вывоз мусора приводил к переполнению контейнеров, загрязнению территорий и, как следствие, к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду. С началом работы регоператора в городе Нюрбае на территории Октябрьского наслега обстановка с мусором намного улучшилась. Каждый день с самого утра на линии работают 2 мусоровоза и 1 самосвал. Кроме этого, в частном секторе регулярно проводят сбор твердых коммунальных отходов в мешки. Для улучшения сервиса предприятие реализует мусорные баки на 120 литров для владельцев частных домов. Должно обустроиться еще 52 санитарные точки. Мы совместно с администрацией города Нюрба этот вопрос постоянно отрабатываем, своими силами, тоже участвуем в этом. В этом 3 большие санитарные точки мы отремонтировали, получается. Сейчас думаем в следующем году тоже этим заняться. Плюс к этому в связи с этим мы организуем с частного населения вывоз из дома. Получается, с территории частного домовладения, получается. Российское научное сообщество отметило свой профессиональный праздник – День российской науки. Получение патентов, написание научных работ, создание нового диссертационного совета и многое другое. Все это сделано в сфере науки в прошедшем году в Северо-Восточном федеральном университете. Итоги работы обсудила научная общественность университета. За 23-й год провели порядка 170 мероприятий. Все они были направлены на привлечение школьников, молодых исследователей в научную среду. Мы за 23-й год привлекли рекордную сумму финансирования по научно-исследовательским разработкам. В целом у нас есть 2 проекта. Впервые мы выиграли Российского научного фонда по крупным мероприятиям, такие как проведение научных исследований лабораториями мирового уровня. Сегодня всем еще раз доброго утра. У нас знаменательная дата, юбилейная дата. Телепроекту «Сэмякюн. Новый день» исполняется 20 лет. И сегодня у нас в гостях люди, которые стояли у истоков этого проекта. Замечательные женщины, прекрасные. Это Антонина Афанасьевна-Новгородова и Зоя Николаевна Игнатьева. Доброе утро. Доброе утро. Хотела спросить, вы в самом начале были, то есть именно вы разрабатывали концепцию проекта. Как это было и какие у вас должности были на тот момент? Хорошо. Так, меня пригласил директор телевидения Петров Николай Иннокентьевич и сказал: Антонина, вот есть заказ с правительства, мы должны открыть утренний канал, потому что мы столько лет выбивали утренний канал, и вдруг нам пришло приказ, разрешение на открытие. И вот я бы хотела, чтобы ты бы стала бы, руководителем вот этого. Я сначала так напугалась, потому что для меня это было что-то нечто, что. А потом я сказала: знаете, дайте мне время, потому что я должна все продумать,
Потому что, знаете, вот утренний канал, он становится лицом всей компании. Это, говорит, очень ответственно. Он сказал, хорошо, но я надеюсь, что ты согласишься. Я, конечно, подумала, а как сделать так, чтобы просто, знаете, вот включили, и вдруг появились другие лица. Я сразу сказала, все, набираю только новых лиц, но из того, что есть, я бы хотела бы двоих взять уже из старой гвардии. Ну и вот объяснила, пришла, поставила свои условия, и он сказал, Антонина, знаешь, я, говорит, тебе помогу подобрать всех ведущих. Вот он такой, он просто спас, потому что это было накануне Нового года, а с января он сказал, чтобы мы вышли. Я сказала, нет, дорогой, с января я никак не смогу выйти, потому что это же надо все обдумать, людей набрать. Корреспондентов наберем мы сами, объявим конкурс. Вот, и на странице, которые вот, должны были по рубрикам выступать. И мы объявили, люди пришли, мы набрали. Николай Иннокентьевич подобрал дикторов, позвал, сказал, вот такие-такие. Я согласился и говорю, но я еще хочу, знаете, такие наших хороших медийных. Тамару Игнатьева и Рудых, потому что их зрители обожали. Вот это должна быть такая изюминка. И вот это, оказывается, вообще все сыграло. А там уже чисто организационные работы пошли, потом мы уже четко все это дело выстроили, ну и вышли в эфир. Ну, что было самым сложным в этом всем процессе? Потому что это вот кажется так, на словах раз и рассказали, а ведь это была кропотливая работа. А вот можно я чуть-чуть дополню? Зоя была редактором, она была у меня продюсером, она была выпускающим. В общем... Все в одном лице. Все в одном. Певец. Да. Вот без нее бы, я бы этот проект никогда бы не взяла, потому что... Фотографии идут тех времен. Вот, это вот Люба, литвица в виде инженера, а это вот наша группа. Первая вот всех, которых это мы уже после эфира. Вот, это с японцами. Мы же еще на Дети Азии работали. Первые. Да, первые, ага, так что... Ну, вот это вот тоже вот наши гости. Ведущая там Тамара Игнатьева и Стас После Сафронов. первого эфира. Да, вот все руководство пришло, прям стояло, все так волновались. А потом мы вышли после эфира, просто это был такой фейерверк. Столько поздравлений получили, все так обрадовались. Поскольку с ведущими определились, решили провести кастинг. Объявили, пригласили, люди пришли. И было очень много интересных лиц, интересных людей. И все, кто пришел, пришли со своим каким-то предложением, уже идеей, с изюминкой своей, можно сказать, даже с названием рубрики. Да. Вот папа Карло, например, он даже с костюмом пришел. Ну, такие, да. Была. Потом мы пригласили на гимнастику утреннюю тоже, вот Наталью. очень такая интересная тоже пришла. Как начала там... Да, То есть зарядку проводить, это было что-то нечто. это была современная зарядка, правда. Да. Такая Ритмическая. немножко эпатажная. Да. Такая интересная. Да. Вот в этом. Потом девочка пришла, которая хотела быть прямо ведущей сразу. Вот одна корреспондент. Девушка Лена. пришла, Лена, она работала у нас корреспондентом, но она вообще такая молодец, очень хорошая, яркая. Потом она пришла к нам, села и говорит, Антонина Афанасьевна, вы знаете, я хочу стать ведущей. Не хочу быть корреспондентом. Да, не хочу. И просто вот она за мной бегала, а почему вот вы говорит, берете, говорит, и они почему-то стали, а почему чем я хуже? Я говорю, ну ладно, вот сейчас я пойду договорюсь с аппаратным, включим мы студию, сядешь, и я тебя посажу и буду тебя устраивать неординарные ситуации, которые происходят на прямом эфире. Она говорит, да, запросто. Вот она стала, я говорю, ну что-нибудь говори, что-нибудь рассказывай. Потом я нажимаю на кнопку и говорю, а видео-то не идет. И она сразу так осеклась. И, в общем, несколько таких примеров. Гость не подошел, например, или не тот сюжет. И она, все. Я отказываюсь, я как-то не готова. Потому что ведущие, это же люди, знаете, особые люди. Они должны быть стрессоустойчивым, да, готовы ко всему. И мы их заранее готовили. Ой, у нас такая команда подобралась, я говорю, вот случается же чудо, да.
с ними не пришлось возиться. Вот. И они были готовы ко всему. Они все прислушивались, старались все сделать. Просто помогали нам, потому что мы... А как расклад готовили? Ну, сейчас у нас все вот на компьютере написали, вытащили, все легко. А когда тогда было как сложно? Тогда же еще, ну, политбюро все равно как-то отслеживали. Самое главное, вот я же говорю, Зоя Николаевна, да, я занималась режиссерами. У меня было 2 режиссера. Давай расскажи, пожалуйста. Сюжеты и так далее. Конечно, монтаж. Монтаж. Я с редакторами, с ведущими и с корреспондентами. Да? Мы, конечно, днем готовились, какие-то сюжеты снимали, уже были готовы, а вечером допоздна общались. Мы даже ночевали. Что же мы будем выдавать? Да, ночевали. Что мы будем Ночные говорить, какие съемки. вопросы задать? Вот все вот было такое. А как гостей искали? Тогда же, ну, так век интернета зашел, посмотрел, биографию практически. Нашел, а в да? то время как? Давай. Искали, но, знаете, я бы хотела, люди сами шли. Сами хотели, видимо, посмотрев первые передачи, народ как-то зажегся идеей принять участие. Приходили, Обращались сами, рассказывали. приходили, записывались. звонили. Очень Чтобы много было желающих вот, да. выйти. Хотим сказать, вот такую информацию можно. Вот какой-то гость приехал, да, звонили даже с министерств, когда вот эти зарубежные гости, или там с Москвы какие-то представительные люди, они нам звонили, и мы всегда были готовы. Понимаете, это вот труд такой, не то, что мы сами, а вот сам народ, вот тоже нам Это в этом очень удивительно, помогал. конечно. Удивительно. То есть вот была для нас такая было. настолько отдача Да. от зрителей, и от зрителей в том числе, которые потенциальные гости, что Конечно. проблем с Конечно, наполнением эфира не Да, было. проблем не было. Не было абсолютно. Наоборот, мы на очередь их ставили. Да вы что? Да, была очередь. Скажите, пожалуйста, а блоки, вот сейчас мы с Энекюн, понятно, да, вот выходит на НВК Саха, а до этого выходили, но как новый день, да, 2 блока, получается, русский, якутский. А в начале как это было? Ну, было все так же. Так же? Мне кажется, даже сейчас, вот скажу, ничего не поменялось. Даже хронометраж. Вот вы же нас пригласили и сказали, будете говорить там по 5 минут, да? А я сижу утром и думаю, надо же, говорю, да, вот 20 лет тому назад мы с Зоей такой проект сделали, и прямо обговорили каждого выступающего 5 минут и никаких разговоров. больше. Не больше, говорю. Если что-то такое, говорю, около, говорю, 10. Все. И вы знаете, сейчас этот бумеранг через 20 лет-то пролетел, и вот мы перед вами сидим и говорим, как мало нам времени дали. Нет, мы пошли навстречу и дали больше времени, потому что самим интересно. Увеличили. Очень интересно вас увидеть, потому что, когда что-то продолжаешь, уже, кажется, само собой разумеешься. То есть у нас редактор выдал текст, и начинаешь думать, передаче 20 лет. И думаешь, а как было тогда? Интересно, что поменялось, что изменилось? Ну, изменился только интерактив, получается, что мы немножко без телефона теперь. Через каналы, через группы все это отслеживаем. Такое более пассивное участие телезрителей. Ну, а что бы вы хотели добавить в наш сегодняшний эфир? Я хотела бы сказать, знаете, вот новый день, она стала площадкой. Она стала кузницей совершенно новых сотрудников. И многие из них, которые остались в этом новом дне, да, они же сейчас все руководители, продюсеры, известные журналисты, шикарные корреспонденты. Они вот, и вы знаете, вот сейчас какое поколение идет, мы даже уже не знаем, понимаете, если вот 20 лет прошло, вот посчитайте. И те, которые пришли, они до сих пор работают. Вот в этом отношении я вот все время удивляюсь и думаю, надо же, говорю, вот птенцы наши. Иногда встречаемся, обнимаемся, целуемся. Но я бы хотела поблагодарить Петрова Николая Иннокентьевича, если бы он тогда мне не предложил, и тогда я бы отказалась, я бы, может быть, очень глубоко сожалела. Но, видимо, получилось так, что судьба, видимо, такая, звезда, что-то там. Но я потом тоже в душе так и подумала, думаю, если не я, кто? И мы все это дело замутили, и я очень счастлива, и я очень благодарю. Николай Иннокентьевич, мы вас очень любим и все уважаем, потому что это тоже ваш большой труд. Вы нас поняли, приняли и, самое главное, поддержали. Поддержал, конечно. Да. Ну и несколько слов нашим телезрителям и, конечно, вашим коллегам. Мы, конечно, и сейчас с удовольствием смотрим «Новый день», видим вас в эфире, очень рады за вас. И мне нравится команда, которая сегодня
у руля, будем говорить. Конечно. Всегда радуемся за вас. Спасибо большое, Так что что пришли. успехов. Поздравляю с этим юбилеем. Желаю, чтобы ваш проект и наш проект дальше Наш общий. развивался. Да, Ну и, да, конечно, да. огромное спасибо, что пришли. Огромное удовольствие испытала, что вас увидела. Еще раз с праздником. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. И вас. И вас тоже. Мы поделились, какие замечательные новости у нас сегодня, то есть 20-летие, юбилей, поздравили наших коллег. А прямо сейчас какие еще даты и события сегодняшний день богат? На календаре 9 февраля. Сегодня отмечают День работника гражданской авиации, Международный день стоматолога, а также День пиццы. По народному календарю Златоустьев огонь. Праздник получил название, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. В этот день, если облака идут против ветра, к снегу, стекла потеют, к теплу. Этот день в истории. В 1872 году, 9 февраля, был основан Российский исторический музей. Этот день также считается днем рождения волейбола. В 1897 году стартовала первая полная перепись населения Российской империи. А в 1904 году, 9 февраля, началась русско-японская война. В 1923 году в этот день в Советском Союзе принято постановление об организации Совета по гражданской авиации. А в 1948 году в Токио основан Всемирный центр айкидо «Айкикай». В 1969 году в этот день состоялся первый полет самолета «Боинг 747». В этот день родились Алишер Наваи, узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель. Василий Жуковский, русский поэт, романтик, переводчик, литературный критик, педагог. Анатолий Кони, российский государственный деятель, юрист. Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор и предприниматель. Всеволод Мейерхольд, русский советский режиссер, актер, педагог. Василий Чапаев, советский военачальник, герой гражданской войны. Валентин Зорин, советский российский политолог, журналист, телеведущий. В этот день также родились Агафья Захарова, фольклорист, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии имени Аюнского, а также Петр Наумов, педагог, бегун-экстремал, трехкратный чемпион Якутии, призер чемпионатов России и Европы по марафону среди ветеранов. Имени на сегодня отмечают Дмитрий, Иван и Петр. Сегодня отмечается День гражданской авиации России. Если обратиться к истории, то самый первый постоянный пассажирский авиаперелет был по маршруту Москва-Нижний Новгород. Самолет вмещал в себя 6 пассажиров и 33 килограмма клади, а билет стоил от 75 до 120 миллионов рублей. Но уже после реформы 23 года и деноминации цены составляли 75-120 рублей. И все равно это были немалые деньги по тем временам. Полет с Москвы до Нижнего Новгорода занимал 2,5 часа, тогда как на поезде на такой путь уходило 16 часов. Но маршрут в основном пролегал над железной дорогой и телеграфными столбами. В то время у пилотов не было радиостанций и ориентировались они только глазами. Поэтому рейсы производились в светлое время суток и в ясную погоду. С тех пор прошло уже более 100 лет, и мы уже не представляем себе жизнь без авиаперевозок, особенно в нашей республике, где порой добраться до удаленного населенного пункта можно только по воздуху. Нашей съемочной команде довелось посетить поселок Черский и поближе познакомиться с работой внутренних рейсов. Ну, я всю жизнь в севере живу, летаю на самолетах на материк. Вот, и сталкиваюсь с перелетами, с посадками, взлетами. Хотелось бы мне поздравить работников гражданской авиации с их профессиональным праздником. Пожелать всего хорошего. Но с помощью авиации мы находимся как-то ближе к материку, так скажем. Всегда можем прилететь сюда, в столицу Якутии, а потом уже с Якутска дальше, в Санкт-Петербург, Москву. Значит, на побережье Черного моря отдыхать, на Дальний Восток. Так что без авиации мы никуда.
Я нашим коллегам хотел бы пожелать летного долголетия, большого здоровья, чтобы была всегда погода, попутного ветра на эшелоне, встречного на взлете и посадке. Я в Черске первый раз, но я по северам летаю. Я в Оленек часто летаю. Без авиации мы куда бы долетели бы, да? Она же как бы птица летучая, и она доставляет нас вот от Арктики до югов. Вот. И желаю процветания. Самые добрые, самые благодарные пассажиры. Добрые, отзывчивые люди, в принципе, как и на всех рейсах. Прежде всего, своим коллегам я желаю большого, крепкого здоровья. Да и вообще всего самого хорошего, семейного благополучия, чтобы все были счастливы, улыбались всегда и были самыми счастливыми. Совсем скоро 8 марта, и все гадают, где же взять такие чудесные цветы, как тюльпаны. Прямо сейчас мы вам об этом расскажем. Удивительное событие произошло в теплице школы села Улахан-Ан Хангаласского улуса. Посреди зимы здесь зацвели тюльпаны. Это чудо природы произошло во второй Мальжагарской средней школе, которая является агропрофилированным образовательным учреждением. Здесь, в школьной теплице, уже несколько лет выращивают обычные овощные культуры. Например, огурец, перец, морковь, так экзотические для северного климата растения. Клубника, виноград, а теперь еще и тюльпаны. В конце октября прошлого года школа в качестве эксперимента закупила луковицы 9 разных видов тюльпанов, которые посадили в обычные кашпо. Как оказалось, эти весенние цветы не особо прихотливы. Главное — соблюдать 3 основных правила: прохлада, минимум воды и яркий свет. Первым расцвели тюльпаны сорта Golden, Оксфорд, затем низкорослый сорт Ширли. В общем, потрясающие цветы мы можем видеть на кадрах. Я думаю, еще немножко, и школьники будут выращивать тюльпаны уже на продажу. Надеемся, что цветы все зацветут к празднику 8 марта. И планируем подарить нашим учителям-ветеранам. Я думаю, что это будет самый лучший подарок учителям-ветеранам, выращенный в школьной теплице руками детей. Потрясающие школьники, замечательная школа. Мне кажется, агронаправление сейчас как никогда актуально. Но вообще у нас удивительная молодежь. Так, военно-патриотический клуб «Беркут» Нерюнгринского района ежегодно принимает участие в тематических конкурсах и грантах. На полученные средства объединение приобретает новое оборудование для разнообразия своей активной досуговой деятельности. Подробности в нашем сюжете. 3 отряда по 30 человек. Столько сегодня воспитанников у военно-патриотического клуба «Беркут». Это девушки и парни от 11 лет и старше. Клуб непрерывно организовывает различные мероприятия, направленные на самореализацию участников объединения. 17-летний Кирилл вступил в ряды юноармейцев 2 года назад. До 7 класса решил, что хочу свою связать жизнь с военной деятельностью. Начал разбираться, как вообще начать. Есть же кадетские корпуса, но возраст мне уже не позволял. Поэтому я узнал, что существует такое всероссийское объединение «Юнармия», поэтому сразу же сюда вступил, начал развиваться, идти к своей поставленной цели. Я уже являюсь младшим инструктором, имею звание, я поэтому обучаю в какой-то степени новобранцев, веду строевую подготовку. Также недавно у нас появилось введение, это разбивание на факультеты. Я провожу факультет штурмовой подготовки, так как в дальнейшем решаю стать десантником. Поэтому обучаю ребят штурмовым, так скажем, качествам, как вести бой. В принципе, ну и полностью занимаемся патриотической деятельностью и развиваем ее в других школах и вообще, в принципе, среди молодежи. Инструкторы и воспитанники «Беркута» давно мечтали о собственном лазертаге, где можно было бы на практике отрабатывать тактику и стратегию ведения боя, проводить соревнования и патриотические игры. Мы участвовали 4 года подряд. 4 раза. И вот на 4-й раз мы все-таки выиграли. То есть не сдавались, боролись до последнего. На базе нашего клуба мы открыли улучшенную арбалетную секцию, страйкбольную секцию. Но вот лазертага еще
не было. И если страйкбол и лук это больше для взрослых, да, там 13-14 лет, то лазертаг предназначен для всех детей. Как секция для занятий, лазертаг выбран по ряду преимуществ. Интересен школьникам, особенно любящим сетевые игры, безопасен и не требует защитного снаряжения. И в командной работе в игре в лазертаг клуб продолжит развивать патриотизм и товарищество. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжаем наше утро темой здоровья и правильного питания. Так, по данным Росстата, в 2022 году в России было зафиксировано на 9,4% больше новых случаев ожирения. Это более 415 тысяч. Как уточняют в ведомстве, среди детей до 14 лет в 2022 году было обнаружено 108 тысяч новых случаев ожирения. При этом, по данным Росстата, с 2010 по 2022 год был зафиксирован резкий рост числа людей, которые занимаются спортом в различных секциях или клубах. Так, если в 2010 году их было 26,3 миллиона человек, то к 2015 году число таких жителей страны выросло до 43,5 миллионов. В 2022 году уже почти доросло до 70 миллионов россиян. Ранее эксперты предупредили, что к 2025 году избыточная масса тела будет у 42% населения планеты, у 18% мужчин и более 21% женщин. Ну вот, опять какая-то несправедливость. Говорят, что мы полнеем чаще. Хотя, как не услышишь, женщины всегда думают о том, чтобы похудеть. Ну, я так точно. Поэтому я считаю, что это немножко преувеличено. Ну, а между тем китайские ученые раскрыли возможную пользу темного шоколада, так что сладенькое есть бывает полезно. Так специалисты проанализировали данные, полученные отделением интегрированной эпидемиологии Бристольского университета, которые включают в себя генетические профили около 70 тысяч человек европейского происхождения. Было проверено влияние употребления темного шоколада на риск таких заболеваний, как сердечная недостаточность, тромбы, инсульт, ишемическая болезнь сердца, а также эссенциальная гипертензия. Была выявлена значительная связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска экзистенциальной гипертензии, а также некоторая связь между потреблением темного шоколада и снижением риска венозной тромбоэмболии. К слову, гипертензией называют хроническое высокое кровяное давление. Термин эссенциальная гипертензия используется в том случае, если причиной высокого кровеносного давления является неизвестный фактор, а не какие-либо известные болезни, которые установлены у пациента. Вот так вот, смотрите, какой аппетитный шоколад у нас показали. Ну, очень интересно, конечно, никогда не задумывался о пользе темного шоколада, хотя неоднократно об этом писали. Ну, темный шоколад полезен не всем. Дорогие друзья, помните, что есть противопоказания, есть много сладкого все же нельзя, даже если это полезное сладкое, поэтому прямо сейчас расскажем о том, как сделать полезный завтрак. Омлет подойдет многим. Доброе утро! Сегодня мне будет помогать Лена. Привет! И готовить мы сегодня будем турецкий омлет. Он так называется потому, что его придумали, собственно говоря, в отелях, в турецких, наверное, или в каких-то других. Давай, Лена, начнем с того, что будем разбивать 2 яйца. И кроме яиц тут понадобятся вещи, которые вдруг у вас завалялись в холодильнике, как, например, моя одинокая сарделька и половинка лука. С них и начнем. Видите, у нас тут петрушка начала пропадать, поэтому самое место ей в турецком омлете. Нужно все ингредиенты просто измельчить и добавить, собственно говоря, в яичко и поджарить все это красивость на сковороде. Чем полезны яйца, знаете? Ты знаешь? Нет. Яйца – это хороший продукт, но скорее он подходит для людей, которые что делают? Как думаешь? В текущий момент растут, потому что кроме белков, жиров и углеводов, яйца славятся повышенным содержанием холестерина. То есть, соответственно, взрослому человеку ежедневное потребление яиц, тоже сильно пользы-то не принесет. Тем не менее, вот этот турецкий омлет время от времени – это неплохая практика, к примеру, раз в неделю. Вообще бытует мнение, что колбасы не сильно полезный продукт, так же как сардельки, сосиски. Смотрите, здесь, конечно, я согласна, что добавляются нитритные соли, которые дают… Чего? Нет, нормально. Перемешивай, чтобы оно стало одного цвета. Здесь добавляются нитритные соли. Это делается для того, чтобы внутри изделия не развился ботулизм. То есть только для того, чтобы обезопасить продукт.
Знаете, какую опасность можно получить от этого изделия, если делать его не по технологии, а своими руками? Вообще вам настоятельно не рекомендую самостоятельно заниматься производством колбас вне цеха или там вне изучения правил техники безопасности, потому что болезнетворные бактерии в мясе развиваются очень быстро. Так, у Лены яйца замечательно размешались. Мы теперь туда добавляем. Ой, давай, помогай. Дальше перемешивай. Сейчас мы измельчим еще зелень. Помидорку с перцем мне прям жалко класть. Класть или не класть, Лен? Помидоры с перцем можно не обязательно добавлять. Если они у вас в хорошем состоянии, то добавьте их в блюдо в сыром виде. Это будет полезнее. При термической обработке свежих овощах и фруктах разрушается аскорбиновая кислота. Поэтому если у вас, как у меня, к завтраку сохранились целиковые овощи и фрукты в омлет, их добавлять не обязательно. То есть, чтобы не переводить аскорбиновую кислоту, их можно будет добавить просто на тарелочку в сыром виде. Наш турецкий омлет готов. Всем хорошего дня. Приятного аппетита. Ну что, мы с вами полезный завтрак съели, зарядку сделали, а теперь будем поднимать вам настроение и поговорим о животных. Прямо сейчас новости из мира животных. Так большая выставка домашних животных проходит в Гонконге. Здесь собаки демонстрируют идеальное послушание и не только, ведь здесь проходит экзамен на профессионального грумера. Сегодня они стригут и делают прически собакам породы бишон фризе и пуделям. Главное требование для моделей – минимум 4 сантиметра шерсти и 2 месяца без каких-либо парикмахерских услуг. Примечательно, что конкурсы проводят не только для профессионалов, но и для любителей груминга. Участвовать может любой желающий. Свои творческие способности они показывают на игрушечных собаках. Гонконгская выставка домашних животных проходит уже 18-й год подряд. В этот раз участников более 200, а стендов 650. На 4-дневной ярмарке купить можно абсолютно все. От органических продуктов питания и пищевых добавок и игрушек до туристических траковок, одежды, произведений искусства для домашних животных. Организаторы говорят, что в Гонконге насчитывается 550 тысяч питомцев. В основном это кошки и собаки. Вот такие замечательные кошки и собаки мы прямо увидим на экране. Мне кажется, сказочно побывать на такой огромной выставке. Между тем, в зоопарке «Сказка» на южном берегу Крыма появились на свет 2 медвежонка, сообщили РИА Новости. Представители учреждения. По их словам, малыши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Здесь также уточнили, что их вольеры построены в виде берлоги, поэтому все посетители смогут увидеть медведицу и ее детей. Напомним, зоопарк «Сказка» находится в горах рядом с Ялтой. Он имеет статус объекта природно-заповедного фонда России. В зоопарке проживают свыше 1500 животных и птиц, всего более 100 различных видов. Прямо на экране мы посмотрели на маленьких медвежат, просто прелесть. Здорово, что нету травмы, то есть берлога, значит, и они себя комфортно чувствуют, и мы за ними понаблюдать можем. А в нашей рубрике «Мой любимец» мы сейчас расскажем о том, кого еще можно держать дома. Нет, это не кошечки и собачки. Вы не поверите, это хорек. Узнаем, как его содержать дома прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы продолжим рассказывать вам о животных, которых можно содержать в домашних условиях. Сегодня мы расскажем вам о хорьке. Хорек, фура или флетка являются хищниками полигамными, то есть они должны кушать только мясо в сыром виде. Также, как альтернативу, можно использовать сухие корма для котов или же, к примеру, жидкие корма для котов. То есть более-менее рацион им друг друга подходит. Хорьки живут примерно от 5 до 12 лет, являются довольно ленивыми, спят до 20 часов в сутки
и 4 часа им дается на то, чтобы потратить всю энергию, что у них остается. В домашних условиях они могут содержаться как коты, то есть они находят себе определенный угол, куда ходят в туалет. Можно поставить им там лоток, или же, если у вас хорек немножечко с характером, можно содержать его в вольерных условиях. Также либо ставится, допустим, лоток, либо же можно содержать их на опилках. Смотрите сами. Фрукты, овощи им не запрещено. Ну, то есть от поедания фруктов и овощей у них может произойти закупорка. То есть нужно смотреть, чтобы они это не ели. Если вы хотите содержать хорька вместе с другими домашними животными, с кошками и котами, он легко уживается. С собачками нужно будет знакомить в разы дольше, чем с котами, к примеру. Зачастую их заводят вместо котов или для компании котам. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем тему животных, и сегодня поговорим о наших любимцах, которых мы заводим дома, а именно о мелких породах собак. Поговорим мы со Светланой Николаевой. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот мелкие породы собак, крупные. Вот кто к мелким относится? Но к мелким породам собакам относятся все те, которые относятся как бы мельче 20-40 сантиметров холки. И получается, что мелкие породы собак выводили специально. То есть это породы, которые для человека? Да, для человека, и которые именно выводили как представительного класса такого, чтобы дамы, господа ходили, гуляли на ручках. И это был, как бы такой и сегодня престиж. У нас в гостях. Кто эта замечательная дама? Это замечательная дама Нея. Русский той порода. Ей 2 года. Она мелкая считается по размеру, то есть в холке 15 сантиметров. Ничего себе, какая красавица. Вот какой уход за такими замечательными собачками? То есть какие-то особые способы кормления, да, то есть подборка корма, уход за шкуркой, да, то есть мехом, да, в данном случае, там у кого в зависимости от породы, да, глазками. Что-то требует прям специализированное? Специализированного не требует. Главное, чтобы со щенячьего возраста был грамотный контроль по всем вакцинам, по всем, скажем, прививкам, которые положены. Глазки особо ухаживать не надо, за шерстью ухаживать не надо. Эта порода собак не линяет практически. Она относится к породам гипоаллергенного типа, то есть линьки нету, к грумеру не надо ходить. Ну, это очень удобно. Да. Единственное, они мерзнут, да. Они мерзнут, поэтому им необходима какая-то одежда. Эту одежду можно сшить самому, можно заказать в интернете. Ну, такое стереотипное впечатление у тех, кто не сталкивался с собаками. Вот это дама, сумочка, и в сумочке собачка. Вот насколько это реалистичный сценарий? Ну, такой сценарий может иметь место, хотя в сумочке их таскать не надо. Лучше, конечно, потому что в сумочке им будет страшно. Вот что самое интересное, им становится страшно. Им нельзя ограничивать, скажем, пространство, они должны видеть. Ну, то есть в первую очередь. Переноски какие-то, либо на ручках? Ну, моя собака только на ручках ходит. Только на ручках? Либо ходит рядом на поводке. Потрясающе. Единственное, что им нельзя ошейник, лучше всего шлейку. Ну, то есть это вот для тех, кто не сталкивался, как у кошек, да, получается, застегивается на спинке? Да, застегивается на спинке. Чем это удобно, при любой опасности легко поднять собаку вверх. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь разведением мелких пород, и кто у вас еще живет дома? Ну, я уже занимаюсь, скажем, первая собака у меня появилась в 2010 году, а вообще я со школьной скамьи всегда мечтала завести такую собаку, потому что у нашего учителя по биологии в школе была такая собака. Правда, она была очень агрессивная и постоянно на нас гавкала, а мне она очень нравилась, и я вот все... Была голубая мечта, когда я стану взрослой, я куплю себе обязательно такую собаку. И в 2010 году я купила себе первую собаку. Кто стал вашим первым другом? Ну, первым другом стала
собака тоже девочка. Скво ее звали, но ее сейчас нету. Она прожила 11 лет и умерла. Ну, да. И вот, получается, дети мне подарили Нею. 2 года назад мне подарили Нею. Ей было 1,5 месяца. Была она очень-очень мелкая. Мы ее боялись, но на платочке таскали, это точно. Да вы что? Да, первые 2 недели мы ее носили на платочке, потому что боялись сломать лапки. И самое вот еще по этим породам хотелось бы сказать, они еще называются хрустальные собаки. То есть ломают конечности, зачастую ломают, потому что привязываются к хозяину, и получается, они должны везде присутствовать рядом с хозяином, с хозяйкой, и нужно обязательно следить, чтобы они не спрыгивали с высоких диванов, со стульев. Ну, то есть вот такой диван – это уже высоко? Это уже довольно высоко для щенка, но для взрослой вот такой собаки уже нет, невысокий, то есть они такие высоты берут спокойно. Вот. А собачками выставляют на выставках, да, наверное? Да, выставляют, и выставки проходят. Какие критерии? Там ушки, там понятно, что служебные породы, они там выполняют команды, там показывают экстерьер. Но у нас тоже экстерьер тоже, да? идет. И самое главное, смотрят на адекватность. То есть собака должна быть не агрессивная и по рингу хорошо пройтись. Смотрят углы тела, смотрят ушки, мордочку, зубки, прикус. Ну, все как конкурс красоты. Потрясающая вообще выдержка. За все это время абсолютно никаких проявлений волнения. То есть спокойно абсолютно. Нет, она волнуется, да, она волнуется, конечно, но воспитана она так, чтобы себя вести хорошо. Несколько советов для того, кто ищет себе напарника, то есть выбирает породу собаки, которую хотел бы завести у себя в квартире. Ну, советы. Надо подбирать себе такую собаку, чтобы она стала вам компаньоном, другом. То есть вы ее будете везде с собой носить, водить, вы с ней будете везде. Ну, как вот говорится, такие собаки, они не любят одиночество. Они чувствуют, скажем, настроение хозяина, они чувствуют, что настроение плохое, хорошее настроение. И, естественно, нужно выбирать себе собаку именно по темпераменту. У них тоже разный темперамент бывает. И получается, когда вы выбираете щенка, нужно приходить и выбирать того, который к вам первый подбежал. То есть это уже действительно ваша собака будет. Спасибо большое за советы. Скажите, пожалуйста, погладить можно? Можно. Привет. Привет. Да, ты красавица, мы очень рады тебя видеть в эфире. Спасибо еще раз, что пришли. Огромное спасибо за совет, потому что я уверена, что многие хотят завести такую замечательную породу, но не решаются. Теперь знают, что это прекрасно, и это отличный друг, прекрасный компаньон, и очень спокойные, очень воспитанные собаки, которые даже в эфире себя очень корректно ведут. Спасибо. Да. Спасибо. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Все медицинские документы в России переведут в электронный вид к 2030 году. В рамках инициативы правительства «Первичное звено для каждого» реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание индивидуальных программ профилактики и лечения пациентов на всех этапах жизни, обеспечение онлайн-доступа пациентов к своим медицинским документам и сокращение времени на бумажную работу. Это позволит врачам уделять больше времени общению с пациентами. В сообщении пресс-службы Минздрава России говорится, что к 2030 году будет обеспечен полный переход на формирование медицинских документов в электронном виде.
В Амгинском районе ежегодно ведется регулирование численности волков во избежание нанесения ущерба сельскому хозяйству. Так, с начала этого года добыто 13 особей серого хищника. Основная часть на территории Балугурского наслега, где в ноябре прошлого года была замечена стая волков на угодьях речки Кюлюпчу. Благодаря слаженной работе администрации наслега и охотников организована бригада волчатников, которые ликвидировали стаю до нанесения ущерба поголовью лошадей. Волчатникам оказывают помощь со стороны администрации района и дирекции биологических ресурсов в виде премий и охотничьих капканов. В этом году нам удалось избежать травежа. В прошлом году у нас наиболее сложная обстановка была в Амийском наслеге. На участке Алом-Кёль волками было затравлено 14 кобыл. Охотниками и волчатниками ведется постоянный слаженный мониторинг по перемещению волчьих стай. И на сегодняшний день волки наблюдаются только в отдаленных угодьях. Это на территории СПК Балугур и на территории Амгино-Нахаринского наслега. Бывают династии педагогов, строителей и медиков, а еще есть семьи пожарных. Одна из них живет и работает в селе Хатацы. Отец семейства Алексей Конишников – самый опытный водитель пожарной части. За его плечами 20 лет трудового стажа. Алексей Егорович с молодости относится к своей работе ответственно. Наверное, поэтому его племянник Аял и родная дочь Сардана пошли по его стопам. Так, Аял работает в карауле, а Сардана окончила СВФУ по специальности и трудится в МЧС. Работает инструктором по профилактике пожарной безопасности. У нас личный состав состоит из 17 человек, и я одна девушка. Работать в мужском коллективе бывает сложно, но мне нравится, потому что у меня тут отец работает, подает пример. Моя работа – это профилактика населения. В прошлом году мы обошли 845 частных домов и 25 многоквартирных домов, 243 квартиры. В День российской науки Институт физико-технических проблем Севера имени Владимира Ларионова распахнул свои двери для учеников столичных школ. Специально для них специалисты провели экскурсию по научным подразделениям и направлениям института, в том числе по отделению электроэнергетики, сварки и механики. Кроме этого, школьникам показали научные разработки, познакомили с уникальными физическими явлениями и, конечно же, рассказали о значимых достижениях института. День российской науки для нас, представителей научного сообщества республики, очень важен и имеет огромное значение. В этом году у нас исполняется Якутскому научному центру 75 лет со дня основания и 300 лет со дня основания Российской академии наук. Этим датам посвящены все наши торжественные мероприятия, которые проводятся сегодня, 8 февраля. Якутян приглашают принять участие в юбилейной акции «Сахалы Диктант», приуроченной ко Дню родного языка и письменности, который пройдет 17 февраля в Якутске. Диктант пройдет на 4 площадках библиотеки, в основном и историческом зданиях. Текст на якутском языке зачитают преподаватели СВФУ и сотрудники Национальной библиотеки республики. Каждому участнику акции вручат сертификат, а самым грамотным – дипломы и памятные призы. Также в этот день, 14:00, диктант пройдет и в онлайн-формате. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дорогие друзья, на нашем телеканале набирает обороты второй сезон интерактивного телевизионного песенного конкурса «Вот это да!». В эти выходные зрители могут оценить выступления участников из Алданского района, в субботу из города Томмота и в воскресенье поселка Нижний Куранах. По 2 победителя районного этапа попадут в финал и будут бороться за первенство 25 февраля в Якутске в прямом эфире нашего телеканала. А сегодня давайте вспомним участников первого сезона конкурса «Вот это да!» и завершим наш эфир песней в исполнении группы из города Мирного под руководством Рустама Кидякина, финалиста конкурса. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Хороших выходных. Перешагни границы, сделай рывок вперед. Все, что должно случиться, скоро произойдет. Слова
простых героев, ярких событий ход. Перед тобой откроют твой новый горизонт. Объединяя сердца, в себе находим Творца. Любая пристань наш дом, мы вслед за солнцем идем. Мы можем мир изменить и вам его подарить. Нас ждет свободный полет за горизонт, за горизонт. За горизонт, за горизонт. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. За горизонт, за горизонт. Переверни страницу, сам напиши сюжет. В двери твои стучится новых открытий свет. Мысли, слова, поступки сам для других открой. Победы, награды, кубки ты унесешь с собой. Объединяя сердца, в себе находим Творца. Любая пристань наш дом, мы вслед за солнцем идем. Мы можем мир изменить и вам его подарить. Нас ждет свободный полет за горизонт, за горизонт. Ты молодой,